Пацаны, девчонки, всем огромный привет, с вами Петр Секс и просто плейбой. Вот, девчонки, ох, вам 1000 моих поцелуев к вашим ногам. И сегодня я расскажу вам, как у меня прошло первое свидание. Я думаю, все, кто смотрит мои видео, уже в курсе, знают, что я ходил на пикаперские курсы, читал всякие тренинги, смотрел видео, и я просто стал самым настоящим пикапером. Я думаю, девчонки, вы просто, если бы я с каждой из вас познакомился, я думаю, каждый бы запал в ваше сердце. И еще раз 1000 поцелуев вам. Пацаны, респект, учитесь у гуру пикапа. Вот, значит, рассказываю. Тут недавно сидел ВКонтакте, зашел на страничку к другу, смотрю его друзей, и там просто звезда моих очей, красотка, такая брюнетка загорелая, с таким телом просто красивым. Ну, я решил, понимаете, применить все свои пикаперские техники. Пишу ей: дорогая, милая красотка, свет моих очей, хочу пригласить тебя на свидание. Удели, пожалуйста, 2 свои минуты для того, чтобы встретиться со мной. И я думаю, я западу тебе в сердце очень глубоко. Вот. Ну, она как бы свободна была, сказала, что в принципе время у нее есть, и встретиться она со мной в принципе там может. Вот. И я... Сейчас, погодите, девчонки. Ну, и я, в принципе, как бы, ну, тоже, да, согласился, да, хотя сам предложил, но я еще думал, да, стоит или нет. Вот. И, значит, в тот день мы с ней, значит, встретились. Я, как, знаете, там пикаперы пишут, можно опоздать. Я, ну, понятное дело, опоздал. Говорят, девушкам цветы дарить не надо. Ну, я же воспитанный, как же, вот, нужно что-то подарить. Ну, я решила особо не тратиться и подарил ей что? Гвоздики. Мужики, всем советую, то есть, чтобы особо не затратно, чтобы вот так вот и приятно сделать, дарите 1 гвоздику. Я, когда этой красотке, малышке ее подарила, у нее глаза просто выпучились, она говорит: мне никто в жизни столько цветов никогда не дарил. Ты самый лучший мужчина из всех, кого я когда-либо знала. Ну, она это сказала с каким-то сарказмом, ну, мне показалось, честно. Вот, но вообще, ну, кажется, надо креститься, поэтому я считаю, что все-таки я ей понравилась. Вот, и тут мы с ней, значит, сели, я говорю: ты вообще кто, где, чем занимаешься, давай рассказывай. Ну, она мне говорит, что она типа модель. Вот, ну, я, в принципе, фотки видел, там видно, да, модель. Ну, и я говорю: ну-ка, докажи, что ты модель. Расскажи, откуда ты вообще вот в шоу-бизнесе, там, я знаю, слухи всякие ходят, я знаю, откуда вы там эти модели берете. Давай, рассказывай. Не лечи мне, давай, что ты сама, не надо, я это все знаю. Вот. Она что-то обиделась, там все. Вот, потом пришло время еду заказывать. Я смотрю, она все, салат какой-то с лобстером заказала, какое-то вино французское. Ну, я же мужик, мне надо как бы это, мясо. Я заказал себе шашлык, курицу жареную, потом всякие баварские колбаски, сосиски, ну, то, что руками можно есть, в принципе. Что я буду вилкой, ножом, там, зачем вообще? Вот, ну, принесли, я это все ем, кушаю, она мне говорит: ты что, ты вот вилка, нож, там все. Я говорю: какие вилка, нож, это все руками можно есть, зачем? Вот и ты свой салат, вон у тебя твои лобстеры, их можно рукой взять, съесть, убери эту вилку с ножом. Вот, потом что-то это, смотрю на нее, понимаю, похожа она на кого-то, даже на двух людей это похоже, вот. Значит, первое, похоже на мою бывшую. Я говорю: слушай, ты так похожа на Машу, вот просто у вас и грудь, и вот фигура, и на лицо похоже, вот прям вылитая моя Маша. Только та Маша была дура, вот ты, видно, что такая девушка умная. Ну, это мы еще, конечно, со временем узнаем, но вот
на лице все написано. И еще похоже на мою бабушку 80 лет. Вот ей сейчас 80, вы с ней одно лицо вообще, просто одно лицо. Она вот встала, девушка что-то куда-то ушла, потом пришла, сказала, что так нельзя говорить, это некрасиво. Я не понимаю, что некрасиво, я ей комплимент вообще сделал. Вот, потом приносят счет, ну, пикаперы, ну, вы знаете, учат там не платить за девушек, да, вот. Ну, я ей говорю, слушай, я за тебя платить не буду, давай, вот, я за себя, сейчас, подожди, калькулятор достану, сейчас все посчитаем, вот это. Она на меня смотрит, говорит, я не буду за себя платить. Я говорю, я сейчас вообще встану, уйду, будешь за все платить. Вот. Ну, она в итоге даже за меня заплатила и сказала, что больше вообще не хочет меня видеть и знать, чтобы я забыла ее номер телефона. Ну, я знаю, это такие женские уловки, там пикаперы рассказывают, что нужно быть еще более настойчивым. Вот, ну и приносят ей кофе, там вот это кофе-шмофи. И, значит, ну, я вспомнил, что нужно как-то уже вот эти мужские флюиды к ней проявлять. Говорю, я недавно вот Black Star Playboy, значит, Петр приехал, значит, из Лондона, и крошка, поехали в мой пентхаус. Я покажу тебе любые виды на Москва-Сити, на Красную площадь, на МГУ, какие хочешь виды. Мой пентхаус все виды показывает. Какой захочешь вид, такой покажет. Она на меня смотрит, говорит, какой пентхаус, я тебе ничего, никуда не поеду, ты с ума сошел, ты вообще больной, иди нахрен отсюда. Я, какой нахрен, ты сейчас со мной поедешь, куда скажу, хоть в пентхаус, хоть в сауну, куда скажу, и туда и поедешь. Вот. Потом вспомнил, что нужно всякие прикосновения делать, там немножко за ручку потрогать. Но я решил сразу пойти ва-банк. Она встает, нагибается за сумочкой, и я ее шняк по жопе. И говорю, дорогая, вот все. Ты теперь моя женщина, поехали ко мне. Я сразу понял, что вот это вот ей сразу в душу запало. Я понял, что я ее мужчина, все. Она убежала куда-то в туалет или еще куда-то. Я пошел за ней, нигде не смог найти. Прихожу домой, звоню, трубки не берет, абонент не абонент, номер заблокирован. Ну, я знаю, что это все женские такие штучки, хочет еще, чтобы я за ней побегал. Ну, ничего, я еще побегу, она сказала, где работает, вот там ее и буду ждать. Вот, девчонки, вы напишите в комментариях, что вы думаете, какой я все-таки такой брутальный мужчина. Кстати, вот, вы знаете это, что растительности-то у меня нет, пришлось вот немножечко тут вот нарисовать, потому что все-таки я знаю, что девушки любят брутальных мужчин, вот, и вот я вот тут вот немножечко вот тут вот нарисовал, чтобы, ну вот, немножечко проглядывало, да? Вот, и девчонки, пожалуйста, напишите, мне кажется, что любой девушке вот такой мужчина, как я, просто должен запасть в душу. Пацаны, учитесь у меня, у Петра, секс, плейбой, вот. И ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, узнаете больше. Вот, и всем пока.